Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Мы все Шарли. В чем причина радикализации исламской молодежи в Европе? Энергетическая революция в США и энергетическая безопасность в мире. В Литве ищут альтернативу туристам из России и Беларуси. Сначала новости от коллег в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Этот четверг в Париже снова стал днем стрельбы. Сотрудница полиции получила смертельное ранение на юге французской столицы. Неизвестный с пистолетом-пулеметом напал на патруль. Ранен сотрудник муниципалитета. Подозреваемый пока не задержан. Связано ли все произошедшее со вчерашним расстрелом в редакции журнала «Шарли Эбдо» непонятно. Тем временем сразу несколько мечетей Франции сегодня подверглись нападениям. На юге страны неизвестные обстреляли молитвенный зал. На востоке в ресторане неподалеку от мечети сработало взрывное устройство. В обоих случаях пострадавших нет. Также неизвестные бросили несколько гранат во двор мечети в городе Леман. Одна из них взорвалась, сообщает Леман Либер. Взрыв повредил стену мечети. Последние новости из Парижа еще раз выводят на первый план проблему радикализации исламской молодежи в странах Западной Европы. Шахида Якуб. Французская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в совершении нападений на Шарли Эбдо. Насколько радикальный ислам популярен среди мусульманской молодежи Франции? Или же это единичный случай, который не стоит воспринимать как тенденцию? На этот вопрос отвечает парижский журналист Наталья Коневская. По сути дела, естественно, есть во Франции имамы, муфтии, религиозные деятели мусульманской общины, которые относят себя к этому радикальному течению. Недаром из Франции столько французских граждан отправились в Сирию воевать там и вести джихад против сил Башара Асада. В сущности, это очень маленькая маргинальная часть мусульман Франции. Но, как мы знаем, маргиналы очень часто задают тон общины. Динамика отношений французов с их французскими мусульманами, она действительно очень деликатна, поскольку французы, они обычно очень политкорректны, но то, что люди говорят между собой, и то, как люди в дружеском кругу очень негативно отзываются о мусульманской общине в целом, о исламе в частности, поскольку видят все это как непосредственную и главную угрозу республики. Западная Европа, которая уже в течение нескольких десятков лет принимает иммигрантов из мусульманских стран, столкнулась с проблемой радикализации второго и третьего поколения иммигрантов. Западные спецслужбы обеспокоены потоком молодых мусульман в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях исламского государства. О том, чем вызван интерес западной мусульманской молодежи к именно радикальному исламу, а не к умеренному, говорит исламовед Камаледин Рабимов. Составлен некий социальный портрет этих мусульман, мусульманской молодежи. У них есть первый мусульманская идентичность, они считают себя мусульманами. Во-вторых, они социально маргинальные, они не женатые, они слушают рэп, они безработные. У них есть некий комплекс либо неполноценности, либо социальный протест. И они начинают канализировать свой социальный протест через свою идентичность, через ислам. Третий, мусульман здесь в Европе немало. Но здесь я бы сказал, что мусульманские организации работают недостаточно с этой молодежью. То есть внутри ислама есть сдерживающие механизмы. Допустим, то, что они сделали, это играет только против ислама, исламской цивилизации. Посмотрите, что теперь происходит. Они не в состоянии это понять, они не в состоянии этого обдумать. И тем самым мусульманским организациям теперь необходимо работать с молодежью тоже отдельно, усиленно. На самом деле сейчас очень многие требуют от лидеров мусульманского мира полного осуждения насилия, убийств журналистов, которые пишут юмористические статьи или же высказывают мнение, отличное от традиционной интерпретации ислама. Стоит ли несколько сатирических карикатур человеческой жизни? Об этом я спросила имама из Азербайджана Ильгара Ибрагимоглу. В исламе однозначно осуждается насилие по отношению к безвинным людям. И потому террор, по сути, является тем деянием, которое однозначно осуждается в исламе. Второй момент. В исламе осуждается именно действие мусульманинов, действия людей, которые не основываются на судебных решениях. Шахида Якуб специально для «Настоящего времени».
Радикализация мусульман – это не только проблема стран Западной Европы. Такая же тенденция сегодня и в России, считает московский политолог Аркадий Дубнов. По его мнению, это вызвано тем, что голос умеренных религиозных деятелей, которые исповедуют духовность и терпимость в исламе, сегодня не слышен. Радикализация, о которой вы говорите, это абсолютно политическая характеристика момента. Она не имеет отношения к самой религии ислама. Да, Аркадий, об этом очень много говорят. Она не имеет отношения, но ведь каким-то образом поступает эта радикальная религиозная литература, распространяется. И это все идет по неофициальным каналам, идет вербовка этих молодых людей. Они попали в среду чужую, цивилизационную, социальную, и им нужно себя сохранить. Дело в том, что речь, если мы говорим о России, речь идет о мусульманах России, то есть о тех молодых людях, которые родились и выросли на Кавказе. В принципе, не совсем такая уже и другая культурная и цивилизационная среда. Им-то к чему адаптироваться и к чему им самоопределяться или самосохраняться? Даже среди мусульман России есть мусульмане и мусульмане. Есть мусульмане Поволжья, Татарстан, да, Башкирия, есть мусульмане Северного Кавказа. Мусульмане Северного Кавказа, я бы сказал, ближе к той среде, которая проявляется в России и Центральной Азии. Она менее европеизирована, да? Она более сплочена между собой, потому что на Северном Кавказе гораздо больше, так сказать, вот как сегодня модно говорить, скрепы, так сказать, да, цивилизационно-бытовые, социальные между собой. Там нет чужих, там гораздо меньше. Другое дело в Поволжье, другое дело в Татарстане, где, в общем, достаточно европеизированная такая цивилизационная, так сказать, перемешанная среда. Но там, вот там, как раз фактор политики, которую демонстрируют исламские политики, прикрывающиеся, так сказать, религиозными лозунгами, да, они делают политику. И эта политика навязывается молодым, которым внушается, что ислам самая, так сказать, самая передовая, самая целеустремленная, самая справедливая политика. Да? А справедливость сегодня, вот я тут как-то пытался объяснить ситуацию в Таджикистане, что угрожает, скажем, там режиму в Узбекистане. Ему угрожает сплав исламского радикализма с стремлением установить справедливость. Это «Настоящее время». Продолжаем. Эхо парижских выстрелов отдается и в Вашингтоне. Подробнее, коллеги, прямо сейчас. Наташа. Президент США Барак Обама побеседовал по телефону со своим французским коллегой Франсуа Олландом. Обама еще раз выразил соболезнования народу Франции и предложил любую необходимую помощь для розыска и поимки террористов. Госсекретарь Джон Керри заявил, что эти убийства являются элементом более масштабной конфронтации между цивилизацией и теми, кто выступает против свободы и цивилизованного мира. От рук террористов в мире ежегодно погибают около 18 тысяч человек. Убийство 12 человек в редакции «Парижской газеты» в очередной раз напомнило об угрозе так называемых доморощенных террористов, которым принадлежат, к примеру, Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта в Бостоне, майор Нидал Хасан, расстрелявший сослуживцев на военной базе Форт Худ, и другие. Наш корреспондент Александр Панов встретился с Мубином Шейхом, агентом канадской контрразведки, раскрывшим террористическую группу «Торонто-18». Сейчас бывший исламист, агент под прикрытием, написал книгу о том, как исламские радикалы вербуют и готовят рекрутов в странах Запада. Мубин Шейх называет себя в Твиттере копом халифата, ведет оживленную переписку, несмотря на постоянные угрозы в свой адрес. Его называют мунафик, предатель ислама, лицемер. Коран гласит, это хуже, чем быть просто неверующим, кафиром. Мубин Шейх внедрился в качестве агента в группу, получившую название «Торонто-18», по числу участников в возрасте от 15 до 42 лет. Как утверждают канадские власти, в 2006 году группа готовила взрывы на Торонтской фондовой бирже с помощью начиненных взрывчаткой грузовиков, а также на военной базе, чтобы заставить Канаду вывести войска из Афганистана. Собиралась захватить парламент и обезглавить премьер-министра. Формально не участвуя ни в одной исламистской организации, они называли себя последователями Аль-Каиды и слушали по интернету проповеди Анвара Аль-Авлаки. Мубин стал ключевым свидетелем обвинения, а сегодня отошел от дел, учится в университете Ливерпуля и только что написал книгу о своей жизни и о феномене доморощенного терроризма.
Любой военный или разведчик знает, эту проблему не решить силовым путем, только с помощью оружия. Нужно сочетать два подхода, жесткий и мягкий. Парижская атака — это еще одно свидетельство нового тренда — одиноких волков, доморощенных террористов. За терактом, предположил бывший агент, могут стоять бойцы исламского государства, вернувшиеся из Сирии. Но для выдвижения версий пока не хватает информации. До того, как стать агентом канадских спецслужб, Мубин Шейх побывал в Индии, Пакистане и Сирии. Мог отправиться воевать в Чечню. В общем, оказался в лагере джихадистов. На презентации книги Мубин сказал, что события 11 сентября, гибель невинных людей, стали для него поворотной точкой в судьбе. Представители ислама осуждают терроризм публично, но дальше слов, за редким исключением, дело не идет. Вы не можете полностью остановить убийства, но вы можете ограничить их с помощью разведки, обнаружить, выследить и опередить теракты. Еще можно пытаться переубедить. Это мягкий подход. И эта сторона, убеждена соавтор книги Энн Спекхарт, не менее важна. Учить в школах и семьях, что убийство другого человека неприемлемо, и никакая вера не может стать его оправданием. Мы должны найти людей с неустойчивым социальным и психологическим состоянием, активнее работать среди недавних мигрантов, в социальных сетях, но и в политике кое-что надо изменить. Когда самолеты-беспилотники по ошибке уничтожают целые семьи, это умножает число наших непримиримых врагов. Парижская атака ставит вопросы как защиты свободы слова, так и уважения к иным религиям. Атака вооруженных исламистов в Париже произошла в дни суда над Джохаром Царнаевым, одним из устроителей терактов во время бостонского марафона. Это не боевики Аль-Каиды или исламского государства. Это так называемые «одинокие волки», доморощенные террористы. Похоже, от их атак не застрахован никто и нигде. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени. Вашингтон. В газете «Нью-Йорк Таймс» сегодня пишут о работе карикатуристов Шарли Эбдо. Заголовок: «Оскорбляя с гордостью, газета несет факел политической провокации». Вашингтон-Пост под заголовок редакторской колонки: «Шарли Эбдо не занимались самоцензурой. Этого не должны делать и прочие СМИ». Начиная с 2005 года, когда публикация в датской газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда вызвала массовые протесты, многие издания задавались вопросом, а стоит ли их публиковать. Мы связались с Еленой Серветос, корреспондентом Международного французского радио. После теракта в редакции «Шарли Эбдо», Лена, очень немногие СМИ перепечатали карикатуры именно на мусульманскую тематику, которые могли послужить мотивацией террористов. Можно ли считать это самоцензурой? В тот день, когда в вашей редакции, в редакции вашей страны происходит вот такой расстрел, такой теракт, наверное, это не самое первое, что приходит вам в голову, публиковать карикатуры, даже пусть из того самого издания «Шарли Эбдо», в котором погибли почти все члены редакции. Вот сегодня все французские газеты вышли практически с одним заголовком «Мы все Шарли». То есть и моя редакция, редакция Международного французского радио и телеканала «Франс-24», мы сегодня все работаем под этим лозунгом. Поэтому давайте подождем и посмотрим. Возможно, эти рисунки еще появятся на полосах французских газет. Они есть, кстати, на всех сайтах французских газет. Если вы хотите, вы найдете подборку самых острых, самых тонких, ироничных, юмористических рисунков редакции. Как отреагировали на это в журналистских коллективах во Франции? Возможно, слышали, что сотрудники «Шарли Эбдо», они вынуждены были переезжать в другие издания. Вот, например, журналисты газеты «Либерасьон» в какой-то момент даже приютили сотрудников этого издания. И сегодня они, кстати, тоже говорили о том, что те люди, которые остались в живых, которые когда-то работали на «Шарли Эбдо», вот двери «Либерасьон» открыты всегда для них. Также сегодня с такими же заявлениями выступили газеты «Монт» и «Франс Телевизион», РФИ, кстати, где я работаю. Мы тоже говорим о том, что все журналисты готовы помочь для того, чтобы «Шарли Эбдо» выходил. Вы знаете, я же не знаю, что сказать, потому что естественно, во-первых, меня переполняют эмоции, как вообще просто обычного нормального человека, когда ты сталкиваешься вот с таким варварством и зверством, которое практически случается возле твоей двери. И второй момент – это я уже реагирую как журналист, потому что
это не просто нападение там, на людей, это еще нападение на свободу слова, на свободу мысли, на главные принципы, которые защищает Французская Республика и вообще, которые являются принципами демократии. И вдруг они были так попраны и вот так вот безжалостно были убиты вчера 12 человек, а вместе с ними и свобода мысли. Во Франции были введены меры повышенной безопасности. Изменилось ли что-то для журналистов? Как правило, в общем, у входа в помещение редакции не стоят охранники с автоматами. Я сегодня, например, когда утром приехала на работу, у нас возле двери стоял как раз полицейский с автоматом. И мы слышим вот эти разговоры по рации. С одной стороны, это должно тебя как-то обнадежить и сказать, что вроде все нормально, кто-то за этим следит. С другой стороны, ну, мягко говоря, не по себе. И тоже есть все-таки такой мороз по коже, когда ты слышишь сирены полицейских машин или ты видишь, когда кто-то патрулирует здание, в котором ты работаешь, в принципе, мирно, да, ты делаешь ту работу, которую должен, просто сообщаешь людям то, что происходит в мире. Но почему-то в этот момент кто-то должен тебя охранять с автоматом. В этом есть что-то такое, что как бы, ну, что-то ненормальное, да. Это была Елена Серветас, корреспондент Международного французского радио. Добавим, что согласно данным Комитета в защиту журналистов, с 1992 года в мире погибли 1106 сотрудников СМИ. Начало января – традиционное время подведения итогов ушедшего года. Сергей, передаем вам слово. Итоги 2014-го несколько позже, но прежде о важных событиях, которые наверняка войдут в календарь нынешнего 2015-го. Россию начинают массово покидать мигранты. Виноваты упавший рубль и дорогие платные тесты на знание языка, истории и законов, сообщают в Российской Федерации мигрантов. По ее прогнозам, в ближайшее время страну могут покинуть четверть нынешних иностранных работников. Куда мигранты могут податься в будущем и займет ли кто-то их место? Это главный вопрос. Вот на вопросы, которые на самом деле касаются каждого россиянина, нам помог ответить главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. Фрагмент интервью. Какова, по-вашему, вероятность того, что еще вчера уборщики и строители завтра подадутся в наемники и с оружием в руках будут воевать в других странах? Не знаю, поедут, например, в горячие точки в Украину, станут в ряды исламского государства? Я думаю, что среди них найдется определенное количество идиотов, которые поступят таким образом. И эта опасность есть. Люди приехали сюда работать, и если они работать не могут или не могут получать достаточное количество денег, они, вероятнее всего, вернутся домой, а не поедут туда, где убивают или где нужно убивать. Ну, по-вашему, если мигрантов все-таки действительно станет меньше, готовы ли сами россияне, особенно жители мегаполисов, стать дворниками, водителями маршрутных такси и так далее? Абсолютно нет. Я приведу одну цифру. Еще в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, московский метрополитен испытывал дефицит в 25 тысяч рабочих мест. Если раньше мы видели, как московское метро убирают русские бабушки или русские женщины, мужчины, то сегодня это делают именно мигранты из безвизовых государств, из Узбекистана, из Киргизии. Это стало массовым явлением. Мигранты отодвинуты на самый задний план. Их используют только и власть, и оппозиция для взаимных упреков или как элемент устрашения общества. Вот что же тут приехали, давайте освободим, очистим нашу Москву. Это Навальный, это один из самых ярких оппозиционеров. И также мэр Москвы, действующий мэр Москвы, тоже на этой разыгрывал эту карту. Без труда мигрантов не было бы и успеха Олимпиады в Сочи. Игры закончились в Крыму. Именно так можно описать прошедший для России год. В итоге 2014 стал годом войны и, как результат экономического кризиса, плоды которого будут пожинаться в 2015. Как итоги года оценивают оппозиционные деятели России и правозащитники? Акценты расставлял мой коллега Андрей Королев. 2014 год начинался для России триумфально. Зимняя Олимпиада в Сочи должна была стать венцом режима. Имиджевое событие превратилось в апофеоз не только спортивной доблести, но и политических амбиций. 7 лет строительства, 1,5 триллиона рублей, сотни тысяч рабочих – все это было вброшено в торжество олимпийского золота.
на эти 1,5 триллиона можно было построить город с населением 300 тысяч человек. Можно было построить высококлассных 1000 километров дорог. Сейчас мало кто вспоминает, что за семилетку ударного труда уничтожен бальнеологический курорт, нарушен природный баланс Северного Кавказа, а уникальная флора закатана в бетон. Последние годы строительства олимпийских объектов сопровождались разгоном акций протеста. После окончания Олимпиады люди в униформе стали самым узнаваемым символом Черноморского побережья. Теперь не только России, но и Украины. В день закрытия игр зеленые человечки вошли в Крым. Долго не признаваемые российскими властями за своих, всего лишь через месяц они окажутся в Донбассе. Официальный Кремль, как и во время крымской кампании, не торопится признать их российское гражданство. Тотальная ложь, которая идет от президента России и от всего политического истеблишмента о том, что мы там не воюем, а мы там воюем, это, конечно, вызывающая история. А в результате получили на треть падение рубля, экономический застой и постепенно накапливающееся разочарование. Особенно обидно то, что все это было предсказуемо. Ведущие экономические державы сначала отказали Кремлю в участии в «Большой восьмерке», а затем наложили на путинский режим экономические санкции, сущностная ценность которых начинает выясняться к осени минувшего года. Ежедневно с момента вторжения в Крым федеральные телеканалы вбивают в головы людей не мысли, а гвозди. Такого масштаба, конечно, государственная, такая безальтернативная, очень жесткая пропаганда, уже переходящая даже в создание каких-то параллельных реальностей. И, наконец, финал военного года логично перетекает в экономический кризис. Российская валюта обрушивается с такой скоростью, с какой падают цены на нефть. И хотя в магазинах еще нет дефицита, люди освобождаются от рублей, скупая все, что можно унести или увезти. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции успокаивает нацию, но, кажется, и сам не видит выхода из ситуации. Украинская повестка дня для России, она отдельная. Она тяжелая, она неприятная, но она отдельная. И все вопросы, которые связаны с нашим кризисом, они все начались до Украины. Это замечание Евгения Гонтмахера, похоже, как нельзя лучше характеризует экономическую политику Кремля. Списывая проблемы на давление извне, Старая площадь снимает с себя всю ответственность за положение внутри страны. Литва страдает от слабого российского рубля. До сих пор страну посещали в основном туристы из соседних России и Беларуси. Сейчас их стало заметно меньше. Власти Литвы призывают предпринимателей начать привлекать иностранных гостей из других государств. Александр Зубряков. На автомобильной парковке одного из самых крупных столичных торговых центров Вильнюса один за другим выстраиваются автомобили с белорусскими или российскими номерами. До сих пор такое зрелище было довольно привычным для литовцев почти каждые выходные. Однако в последнее время как россияне, так и белорусы стали реже заглядывать к своим соседям. И один из первых встреченных нами иностранных гостей объясняет, почему. За валюту, если покупаем евро, доллары, любую валюту в обменном пункте, естественно, 30% комиссия у нас. Как-то так. Будем покупать белорусский товар, что ж поделаешь. Однако эксперты в области туризма уже призывают предпринимателей готовиться к худшему. Они прогнозируют, что в 2015 году рост потока туристов из Беларуси, который последние 2 года прибавлялся по 10% в год, значительно замедлится. Главные рынки, с которыми нам нужно будет работать в нынешнем году, это Латвия и Германия. Число туристов из этих стран могло бы увеличиться на десятки тысяч и таким образом снизить потери от сокращения числа туриста из наших соседних стран. Ежегодно из России и Белоруссии в Литву до сих пор приезжало по 400 тысяч человек в год. Это в 2 раза больше, чем из соседней Латвии или Польши. Пока же в зимние праздники литовские гостиницы и спа-центры все еще в ожидании гостей из ближнего зарубежья, хотя некоторые отели уже получили сообщение об отзыве резерваций. Россияне звонят и торгуются, просят снизить цену на комнату в связи с ухудшившимся финансовым положением. Но есть и кто сразу отказывается от резервации. Представители департамента туризма полагают, что на сокращение потоков туристов из России повлияли не только ослабевшие финансовые возможности россиян. С обострением российско-украинского конфликта, в котором официальная Литва поддержала Украину, кремлевские СМИ стали показывать Литву как страну недружественную России. И это, по мнению экспертов департамента, также сыграло не последнюю роль в выборе россиян. Александр Зубряков, «Настоящее время», из Вильнюса. Соединенные Штаты выходят в мировые лидеры по добыче нефти и газа. И вот как в этой связи изменится расклад сил в мире? Ответ на важный вопрос искали коллеги в Вашингтоне.
Да, Соединенные Штаты вступают в период энергетической революции и скоро станут крупнейшим производителем энергии в мире. Но добиться безопасности в энергетической сфере в одиночку Америке не удастся. Этот тезис стал основным предметом обсуждения на конференции в Вашингтоне, где побывал наш корреспондент Вадим Оленичев. В конференц-зале Вашингтонского центра Вудро Вильсона не было свободных мест. Встреча официальных лиц со специалистами и общественностью была организована в рамках федеральной программы по развитию региональных и глобальных энергетических контактов. Программу запустила в прошлом году администрация Обамы, обеспокоенная энергетической нестабильностью и внезапными перепадами цен на рынке энергоносителей. Благодаря новым технологиям добычи Америка получила потенциальный доступ к огромным залежам нефти и природного газа, находящимся в сланцевых породах. Более того, как объяснил Эдвард Морс, управляющий директор компании Global Commodity Research, в традиционной добыче ископаемых, например, в странах Ближнего Востока, каждая последующая разработка и скважина обходятся все дороже. В конце концов, месторождение приходится закрывать из-за нерентабельности. В случае со сланцевым сырьем все наоборот. По мере освоения залежей добыча сырья обходится все дешевле. Чтобы изменить человеческий менталитет и поведение, требуется очень долгое время. Но нам надо вовлечь в это не только Америку, но и другие страны. Что меня очень порадовало здесь сегодня, это разговор о сотрудничестве и обмене опытом в мировом масштабе. На встречу съехались ведущие международные эксперты по энергетике. Все они согласны с тем, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие годы станут крупнейшим мировым производителем энергоносителей и таким образом могут сохранить звание мирового лидера. Но это значит, что Америка должна и взять на себя инициативу по укреплению блока государств, стремящихся к энергетической независимости. Об этом сказал министр энергетики США Эрнест Монис, который возглавил конференцию. В этом году нас ожидают более серьезные проблемы. Мы должны представить участникам саммита Большой Семерки жизнеспособный и, по возможности, долгосрочный план коллективной интеграции в систему энергобезопасности. Он потребует фундаментальных изменений в политике многих государств. В этой связи участники встречи, сотрудник центра Вильсона Ян Калицкий и президент исследовательского центра Goldwyn Global Strategies Дэвид Голдвин часто ссылались на книгу под названием «Энергия и безопасность», которую они же и редактировали. В ней содержатся установки, как добиться энергонезависимости и при этом приобрести новых союзников. В частности, там содержится прогноз на то, что ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, теряет свое влияние в мире. Только за последний год объем ее экспорта упал примерно на 45%. Вот в этой книге, как рассказали ее редакторы, участники встречи, они едва удержались от того, чтобы предсказать скорую гибель ОПЕК. Причина в том, что вместо революции возобновляемых источников энергии уже происходит революция сланцевая. По словам министра энергетики Эрнеста Мониса, энергетическая безопасность США может быть достигнута, но только с помощью союзников и друзей Америки. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев для «Настоящего времени». В штате Массачусетс вскрыли временную капсулу, заложенную 220 лет назад отцами-основателями США Сэмюэлем Адамсом и Полом Ревером. Среди предметов в заржавевшей металлической коробке, спрятанной под краеугольным камнем здания Капитолия в Бостоне, были шиллинг 17 века, отчеканенный колонистами наперекор британским властям, медная медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона, старинная газета и серебряная табличка, изготовленная ремесленником Ревером, который был к тому же героем войны за независимость будущих Соединенных Штатов Америки. Мы решили спросить у журналистов «Голоса Америки», что бы они положили в свою временную капсулу. Я бы положила в капсулу времени мой iPhone и iPad. Наверное, газету. Возможно, в будущем люди не будут читать газеты. Поскольку я украинка, то я бы, наверное, оставила герб Украины. Я думаю, что, несомненно, положил бы несколько книг. Я бы записала новости на цифровой носитель и положила бы его в капсулу времени. Я бы, наверное, написала бы пьесу, которая бы передала дух теперешнего времени. Да, Сергей, что бы ты положил в временную капсулу для потомков? Ну, вообще, ты очень сложно задаешь вопрос, Наташа, потому что, действительно, вариантов много. Я бы положил, наверное, записи, дневники детей, которые живут в странах, которые ведут сейчас войну. Потому что, судя по количеству войн, а их количество только увеличивается, а не уменьшается, я уверен, что политикумы многих государств не выносят уроков из прошлого. Ну вот, наверное, я отвечу так.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.